Рестораны и кафе, которые нарушают санитарные требования, в частности проводят банкеты более чем на 50 человек, будут закрыты. В связи с ухудшением обстановки по распространению коронавируса в южной столице учащают рейды по таким заведениям. Накануне были закрыты 5 ресторанов. Все неоднократно получали предупреждение. Гульджан Нурмат, КЗ, продолжит тему. Закрыто с сегодняшнего дня. Такие в южной столице пришлось применить к злостным нарушителям санитарного режима. Некоторые владельцы ресторанов уже неоднократно платили штрафы, однако продолжали проводить массовые банкеты. На сегодня в нашем управлении рассматриваются 19 дел именно по факту нарушения санитарных требований. Из них 8 в отношении кафе и ресторанов. Эти дела будут переданы в суд. Сейчас число зараженных коронавирусом выросло, поэтому мы работаем в усиленном режиме. Нарушители не единожды получали предписание на запрет проведения тоев на период режима ЧС. Однако сами они санкциями недовольны. Работали бы так и дальше, если бы не помешали проверяющие. Я, конечно, понимаю, что все это делается в рамках предотвращения распространения коронавируса. Ну а как быть нам? Мы платим налоги, надо кормить семью. Мы проводим то и соблюдая все санитарные требования. Конечно, может немного превышено число гостей, но когда мы берем заклад, всегда говорим, чтобы больше 50 человек не приходило. Но в день тоя мы не можем всех подсчитать, поэтому нас тоже поймите правильно. Тем временем, согласно проверкам, число посадочных мест во время банкетов порой значительно превышает 50. Поэтому рейды по ресторанам будут продолжены. Работают специальные мобильные группы. Сегодня также будет рейд и, возможно, снова закроют ряд ресторанов. Конечно, по алгоритму сначала они получают предупреждение, но если это не дает эффекта, приходится применять более строгие меры. Каждый владелец ресторана должен понимать, что после массовых банкетов заразиться коронавирусом может значительное количество человек. Сознательность и ответственность должна быть и у тех, кто приходит на тои. Как отмечают врачи, сегодня количество случаев коронавирусной инфекции в стране снова растет. Во многом из-за того, что люди не соблюдают правил. Медики опасаются, что уже через пару недель больничная статистика отразит и результаты прошедших митингов, где правила санитарии никто, естественно, не соблюдал. А бороться за жизнь кыргызстанцев с любыми политическими взглядами снова будут врачи. Гульджан Нурмат, Нурбол Талантбеков, ЛТР Ош.